едешь, дедешь, едешь. Каждый район по-своему говорит. Ильгам же, да? Шакиров, да? Роза, она говорит, чуть-чуть вспыльчивая, говорит, ну, а если не одену? Мы, значит, по деревням ездим, и выясняется, что там, ну, не говорят дети на русском языке, на татарском языке. Мы снимали в Рыбной Слободе. Это было тоже интересно, потому что я родился, вырос в Татарстане, жил всю жизнь, в общем-то, тут. Но был во многих районах, и с концертами мы ездили, и просто так, как гости. Вот. И путешествовали, и вели мероприятия. А почему-то я ни разу не был в Рыбной Слободе. Вот ни разу в своей жизни. Хотя это не так далеко. Вот. И я впервые там оказался, увидел оленей. Но мы вот как бы случайно, ну, то есть в итоге оказались в Малом Ашняке, Малый Ашняк. Ашняк Аулы. Ну, вообще, я думаю, что тут нужно начать вообще с самого начала. То есть, когда мы писали историю, я основывался на взаимоотношениях своего отца и матери. То есть, это как бы мои наблюдения за ними. Вот. И для меня это история про кризис пожилого возраста. То есть, мы так часто говорим про кризис трехлетнего ребенка, потом пубертатный период, потом кризис среднего возраста, а про пожилых как-то мы, ну, уже все как будто. Вот. А на самом деле там еще как бы... Что там еще? Да, мы как-то легко привыкли махнуть рукой. Вот. Но это, конечно, внутренне не только относится к возрасту, потому что иногда я вижу и чувствую и в себе желание махнуть рукой и как бы уйти на пенсию, ну, образно говоря. Вот. А тут как бы получается... Мы написали сценарий, основываясь на моей как бы семье. Там много фишек. Там, например, он на луке, зеленый лук берет и начинает играть в дудку. Это как бы абсолютно из моего детства. Он меня так развлекал. Нас. Вот, с мышкой, это настоящая мышка, которую он сделал для Нурбека, моего старшего брата, когда ему было 3 года или сколько там. Вот, у отца есть сказка Тышкан Баласа Шихл, Пискля, я не помню, как на русский переводится, надо у отца уточнить. Вот, мышонок Пискля, по-моему. Вот. И он делал как бы такое шоу, не просто рассказывал сказку, а как бы в рамках этого перформанса появлялся Пискля, Щихл появлялся, и он как бы делал такое. И, то есть это было в детстве наш, ну, как бы он домашний наш такой клоун, ну, если так можно сказать, в хорошем смысле. Вот. И он довольно часто любил и до сих пор любит общаться с школьниками, с детьми, и он как бы в рамках еще там на радио он рассказывал свои сказки, и там как раз был один из как бы, персонажей Щихл, и история про вот этого вот мышонка, и, соответственно, аудитория знала про этого мышонка, и вдруг он там рассказывал про эту сказку, и типа он, кстати, тоже со мной, и там и выкидывал это в аудиторию, и они все там разбегались, потому что действительно это с зрительного зала это выглядит как настоящий мышь. Да. Вот. Поэтому это как бы все основано на как бы на моей жизни, на жизни отца. То есть это и есть отец. Вот. И самое абсурдное в том, что мы как бы очень долго искали дедушку. И мы поездили по всем городам. И причем мы как бы в шутку еще с ним обсуждали. Я говорю, есть, может, кто... Вот он перечисляет своих однокурсников, которые уже вот на тот момент плохо себя чувствовали, вот, а потом некоторые уже ушли из нашей жизни. Ну, то есть, а я такой, вот, должен был быть Наиль Дунаев, почему-то я для себя считал. В итоге мы дошли до Башкортостана, вот, и потом в какой-то момент уже, как бы, съемки вот-вот должны были уже начаться, а дедушки нет, и мальчик тоже не был, внук, вот, а Роза Хайруллина уже была с нами. Уже декорации там перестраивались, мы приехали в деревню заблаговременно, чтобы познакомиться с этой локацией, именно с Розой. Вот. И я начинаю рассуждать по поводу дедушки, а это же важно, какое отношение будет у Розы к этому дедушке. Вот. И я показываю всех там кандидатур, и мы как-то вместе понимаем, что что-то не до конца то. Вот. И он говорит, слушай, ты так часто рассказываешь про своего отца, может, ты мне его покажешь? Он же у тебя живой? Вот. Я показываю, а я часто снимаю отца на видео. Вот. Он говорит, какое классное, интересное лицо, я хочу с ним познакомиться, говорит Роза. Вот. И мы поехали знакомиться с Бабаем. Вот. И я чувствовал, что отец как бы чуть-чуть, он уже такой, потерял такой как бы азарт, как бы дедушка, который как будто бы чуть-чуть, в легкой даже апатии, можно так сказать. Вот. И это и есть часть вот этого кризиса пожилого возраста, как мне кажется. Вот. Я думаю, почему мне во-первых, как бы сложно было, мне казалось, что будет сложно коммуницировать, а во-вторых, просто, не будет у него такого интереса, мне почему-то казалось. Вот. И мы приезжаем,
вдруг, как бы, мы на даче, значит, нас ждут наши родители, я приезжаю с Розой, вот, а отец, как бы, надел на себя классную рубашку, что-то побрился, помолодел лет на 10, вот. Пока там мамы не было, они покурили сигаретку с Розой, в итоге там у них куча общих знакомых выяснилось, вот. И в какой-то момент Роза такая, ну, уже все, познакомились, и внутренне мы уже, как бы, вроде как поняли, что будем делать вместе, и в какой-то момент Роза такая говорит, а я вот раньше, она же жила здесь, в Казани, говорит, вот раньше был такой драматург Роберт Батулла, он жив? Мы такие, ну вот это он. А я как бы вслух никогда не произносил, кто мой отец, ну как бы я всегда стараюсь скрывать это. Роза такая, так я же, говорит, первый спектакль, в котором принимала участие, был «Кишер Минянкей», это как бы пьеса отца, вот. А отец, как бы, это я еще на видео записал, надо будет найти, это снято как бы не высокохудожественно, но это зафиксировано. И отец уходит, я такой отцу говорю, вот Роза, оказывается, в «Кишер Минянкей» принимала участие. Он такой разворачивается, у него тоже происходит флешбэк. Это вы, все, это ты там перешла в русский тюз, там что-то начались какие-то общие знакомые. Вот. Поэтому, вот, и я как бы очень сильно переживал по поводу того, чтобы, ну, как бы, я достаточно, ну, как бы, не сдержанный, вспыльчивый, особенно как раз вот с близкими, вот, и я подумал, что это может привести к какой-то, каким-то последствиям, вот, но я посоветовался с психологами, и все нормально. Я же говорю, в итоге даже отец оказался самым послушным артистом. Поможет ему поверить, что чудеса случаются. Раз, два, три. О! Мы играем в игру «Бери да помни». Там нужна куриная косточка. Мизинцем ее разламываешь, и игра начинается. Опа. Все как бы элементы как бы, каких-то деталей того, что она сидела в автомобиле и смотрела на потолок в дырявые вот эти вот дырочки. Вот у меня у отца в четверке точно такие же дырочки были. И как бы, ну, как какие-то такие свои приколы из наблюдений с детства. Вот там, кстати, еще были несколько сцен, которые не вошли в итоге в кино. Ну, как бы более про... А какие? Ну, там, я не знаю, в детстве бабушка работала, как это называется, с сепаратором делала молоко, точнее, сливки, наверное, да? Сюда сливки было. Вот. И он там пальцем так облизал. Это я. И хочу я вам сказать всем, я полетел. 3, 2, 1, поехали! На самом деле он, не знаю, был он собой или нет, но в целом как бы у нас тоже, ну, была сложность найти, ну, детский кастинг это всегда как бы такой лотерея. Он родился в Казани, а родители у него из Таджикистана, то есть он сам таджик, вот. И у нас как бы был вопрос о том, брать татароязычного или не татароязычного. Вот. И я, конечно, хотел татароязычного, потому что я делал про себя больше, а я же вырос в татароязычной среде, и я не могу там представить, как можно с родителями общаться или с бабушкой, с дедушкой общаться на русском. Для меня это, ну, как-то так, я плохо себе это представляю. И мы поехали искать деревню по всей республике. Мы побывали в разных деревнях, и выясняется, что там, ну, не говорят дети на русском языке, на татарском языке. Ну, то есть, и они с бабушками и с дедушками говорят на русском. И иногда бабушки и дедушки отвечают на русском. Ну, то есть, коверкая, ну, они же не идеально на русском говорят. И это для меня было какое-то такое, ну, удивление. Причем реально вот не то, чтобы приезжие дети из города, там, внуки, да, которые приехали. Они прям там живут, как бы, ну, то есть деревенские ребята. А почему это происходит? Не знаю. У нас был Юнус, который как бы киногенично выглядит внешне достаточно. И я такой думаю, ну вот он не говорит на татарском, но есть там, условно говоря, парень, который говорит на татарском, но менее киногенично выглядит. И я такой, после уже вот этих вот поездок, после того, как я убедился в том, что действительно в татарских деревнях дети такого возраста не говорят так, как я говорил там в детстве. И я как-то так, с одной стороны, выдохнул, но с другой стороны, конечно, я запереживал. Вот. Но в рамках своего фильма я выдохнул, потому что я понимаю, что это как бы, наверное, даже хорошо, ну, в смысле, это и есть часть, небольшая часть, тоже высказывания в итоге. У меня, то есть, было ощущение как бы такого чуть-чуть эксперимента. То есть у нас был, вот, Роза, она как бы получается чуть не татарская бабушка, татарская деревенская уютная бабушка. Ее здесь у нас нет.
Вот. И мы как бы изначально, ну, то есть хотелось попробовать сделать такой эксперимент, соединить как бы все грани татарскости. Вот. Ну, как бы так не важно как, но она все равно как бы считывает наши коды. Ну, в смысле, она как бы, ну, она и говорит на татарском. Ну, то есть, она в итоге-то получается татарская или не татарская. Ну, вот у нас была история про то, что, ну, как бы, она общается с отцом, ну, в смысле, с дедушкой, они на татарском общаются, а с внуком она общается на русском. Вот, ну, как бы, он на отеле тоже у нас, как бы, стирается. Вот, и у нас даже был интересный эпизод, когда мы были, ну, то есть, в сцене в магазине мы снимали. И там, ну, Роза, она же не в платке ходит, она, ну, как бы, не в косынке, просто. Вот, и на репетициях она снимала косынку. Вот, и у нас там эта сцена в итоге, кстати, не попала в кино. И там Роза такая говорит, местная как бы, продавщица говорит, типа, ну вы уж как бы платок не забудьте. Вот. А она сама как бы в платке, и еще посередине актриса, которая играет продавщицу, Лейсан Рахимова. Вот. И как бы Лейсан тоже получается как бы театр, ну как бы казанская актриса из театра Камала. Вот справа получается стоит Роза, слева стоит как бы деревенская настоящая кассиршка. И тут как бы, а Роза она чуть-чуть вспыльчивая, говорит, ну Айси не одену. Разламываешь, и игра начинается. Опа. Передаете предмет, и если ваш противник не сказал там, ну, с другой стороны, как бы, и да, потому что они тоже, у них не было, как бы, так называемой свадьбы, вот. Я бы хотел бы посмотреть фотографии свадьбы родителей, там, или просто, какой у вас был медовый месяц, не знаю, ну, в детстве ты все равно спрашиваешь своих родителей какие-то штампы, вот, они такие, да не было вроде у нас ничего, вот, и меня это как раз, типа, ну, а может, это можно сделать сейчас? Вот, ну, что было вместо свадьбы? Какие-то просто посиделки? Да просто расписались, никак, не все. Ну, как бы там что-то чуть-чуть чай попили. У меня есть как бы такая идея. Я не такой профессионал, конечно, в отношениях, но классно было бы вообще, в принципе, чтобы раз в какой-то промежуток времени заново устраивали люди свадьбу, заново делали предложение. Мы же еще как бы искали деревню, чтобы было без коттеджей, без профнастила и железных заборов, поэтому... Вот. А это тоже нереально, ну, практически. Как же это назвать так, чтобы никого не обидеть? Ну, как бы это визуально, мне кажется, у нас, конечно, все, ну, как бы нет все это, ну, как бы так называемой деревни нет уже, ну, на мой взгляд. То есть той деревни, в которой я вырос, а я хотел про это же делать, вот. И мы начали искать, и нет, нигде, все. Для меня это как бы чуть, у меня сейчас мурашки пошли, потому что я чуть неловко себя чувствую, потому что, ну, как будто бы, да. Ну, просто я для себя это, конечно, так не называл и не так формулировал, потому что делать рэпом для меня это, ну, я как будто бы... Во-первых, ну, у меня нет права, вот, а для меня это как-то звучит слишком пафосно. Но в целом, как бы, вся эта история, да, действительно... Я просто не знаю, насколько... Мы уже сейчас чуть-чуть вот, в преддверии премьеры, как будто бы... И я сам себя тоже убедил, что это комедия. Еще, ну, как бы я-то внутренне буду чувствовать себя ответственным, в том смысле, что как будто мы чуть врем зрителю, ну, подзывая их таким трейлером. Вот. Ну, тут как бы наша задача, чтобы, ну, люди пришли в кинотеатры. Если они разочаруются, ну, уж простите, как бы. Тут это, ну, значит, потом они больше не будут ходить на мои фильмы. Ну, да. Нам нужно было просто цифры какие-то. Ну, потому что там, ну, касса, сколько стоит мороженое в таком количестве, понятия не имею. Как бы, вот, и мы такие, давайте просто, ну, как бы, это был такой прикол. То есть, у нас была, в принципе, такая лаборатория. Мне было важно, чтобы это, ну, был взгляд со стороны, и поэтому художник, оператор, они же не из Казани, ну, как бы, и не из Татарстана, и не считывают, ну, они не выросли на этих каких-то наших кодах. Вот, и мне было как раз важно, чтобы было, ну, сплетение взгляда со стороны. Важно было чуть-чуть, как бы, оторваться от реальности, ну, у нас все равно сказка, вот, оторваться от реальности, но чтобы можно было поверить, что, вот, например, в принципе, ну, вот если не считая там свадьбу и историю с суши, все остальное, в принципе, можно допустить, что можно представить, что в таком, если я увижу, в принципе, в таком кимоно на улице, я не сойду как бы с ума. Вот, мы как бы фотографировали бабушек, вот, и это как бы такая чуть-чуть как бы приукрашенная версия того, что они носят на самом деле. Вот, то есть, как бы, начиная даже вот это вот свадебное чапан, или как ты назвал,
А это тоже там, ну, цветочные паттерны взяты из реальности. Ну, то есть это все как бы, ну, просто приукрашено. А да, там фильм начинается с музыки финских татар, как бы. Ну, то есть это просто мои, как бы, треки, которые я люблю. Я отправил это, ну, режиссер монтажа и говорю: Кирилл, короче, вот тут треки, которые, что тебе кажется, ну, мы как бы делали так. Я отдельно монтировал первый драфт, он отдельно. Ну, вот, и потом мы как бы совмещали. Вот, чтобы он как бы вообще с чистого листа все это сделал, когда мы уже сняли. Вот. А Кирилл, ну, у него хорошее музыкальное образование, вот, что важно для режиссера монтажа. И вот, и он в какой-то момент пишет, что типа я вообще тащусь от треков. Как там Ильгам Шакиров? Вот, Ильгам Шакиров. Я на Озоне заказал, короче, пластинки. Ильгам же, да? Шакиров, да? Я такой думаю, yes, в принципе, мы уже, ну, как бы выполнили миссию, как бы, чувак просто подсел, а я ему ничего, ну, как бы, не говорил, как бы, там достаточно большой, как бы, такой плейлист, вот, и он практически вот все, которые, а для меня же они, как бы, все уже ценят, ну, что-то да значит, вот, и он, как бы, ну, там, мы некоторые потом выменяли, некоторые, вот, и некоторые были японские, как бы, вот, и это прикольно, что как раз для Кирилла, ну, разницы нет иногда, что на татарском песне, что на японском. Вот. Ну, то есть, как и для многих на самом-то деле. Вот. И это тоже как бы такое прикольно. Это тоже как часть прикола. Как бы. Я себя ставлю на место зрителя. То есть я думаю, что если я как зритель, и мне понравится эта история, я, ну, будучи отцом, потому что в моем возрасте уже много тех, у кого есть дети, возьму с собой детей в кино, ну и в то же время родителей. То есть как бы такое связующее звено, которое позовет чуть взрослое поколение и чуть молодое. Поэтому, мне кажется, целевая аудитория — это вот 25-35 по внутренним таким ощущениям. Мое отношение к голой попе, в общем-то, я в прошлом году, в смысле, не в прошлом, а несколько лет назад снял короткометражку про этот объект человеческого тела. Вот, поэтому для меня это как бы очень интересный объект. Вот, мне кажется, это важная часть нашей культуры. Ну, на самом деле, я думаю, что это сейчас звучит как некое что-то страшное, но это как бы так в рамках какого-то такой мультяшной форме. У нас это все заблюрено. Или нет. Приходите, узнаете. Да. Ну, это моя была, ну, в смысле, изначальная задача. Ну, то есть мы не должны показывать настоящую жопу в этом фильме. Это никак не сюжетно не работает на